Третья серия. Мне очень жаль, дочка. Я прошу у тебя прощения. Я прошу у тебя прощения, как твой отец, дочка. Пожалуйста, Севда, прости меня. Я даю тебе слово, Севда. С этого момента я не заставлю делать тебе то, чего ты не хочешь. Дочка, пожалуйста, вернись домой. Севда, пожалуйста, вернись. Мы в ужасном состоянии. И я, и твоя мама в ужасном состоянии. Вернись обратно. Хорошо. Хорошо. Я приеду. Эри, она говорит, что приедет. Али, если я попрошу, ты отвезешь меня домой. Я очень соскучилась по родителям. Конечно. Минуточку. Ты когда постирала то, что на тебе? Они чистые? Пока вы гуляли с этой девушкой-фармацевтом, я стирала вещи ваши. Они наверху, наденете чистые. Хорошо. Тогда я надену свои вещи, и мы выйдем. Отец Тугрул, ты тоже благослови. За все большое спасибо. Ну что ты. Спасибо, дочка. Спасибо. Смотри, ты всегда жил на районе Тухче. Почти 2 года. Я тебя там никогда не видела. Ты часто приезжала в тот район? Конечно, приезжаю. Я тоже тебя никогда не видел. У тебя же нет телефона. Как мы будем созваниваться? Мы будем созваниваться? Если не хочешь, не будем. Ты же ранен, я это сказала, чтобы узнавать, в порядке ли ты. Значит, поэтому. Ты знаешь мой адрес. Будешь навещать. Нет уж. Почему это я буду навещать? Я же ранен. Верно. Я тогда завтра утром приеду. Ну ведь... Ты же ранен. Давай.
Что давай? Ты не зайдешь? По-моему, мои родители имеют право знать того, кто спас их дочь. Нет, я не буду беспокоить. Какое еще беспокойство, не глупи. В другое время сюда. Али, давай, пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо, ладно. Доченька, доченька. Сюда, сюда, доченька. Мама. Красивая моя. Мама. Мама. Ты в порядке, доченька? В порядке, мама. Смотри. Учитель Али. Я вошла в его дом, когда убегала от Уйгара. Открыла кучу проблем на его голову. Он все преодолел. Спасибо большое. Не за что. Входите внутрь, входите. Я не буду беспокоить. Разве такое возможно? Входите. Давай, давай, пожалуйста. Проходи. Севда. Севда. Папа? Дочка. 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 Ты в порядке, да? В порядке? В порядке, папа. Смотри, с кем я тебя познакомлю. Учитель Али. Человек, который спас меня от этого мерзавца Уйгара. Папа? Папа, ты в порядке? Кёксал, что случилось? Давайте за стол, ребята. Давай, дочка.
У тебя давление упало, наверное, не так ли? Поешь чего-нибудь и соберешься. Я не останусь на ужин. Вам приятного аппетита. Нет, так нельзя, мы не оставим. Не так ли, Кёксал? Конечно, конечно, не оставим. Давайте пройдем за стол. Давай, Кёксал. Давай. Пройдем. Хорошо. Пойдем. Где Синан, интересно? Не могу сказать, не могу испортить сюрприз ребенка. Придет скоро. Кёксал, ты почему не ешь? Ем, дорогая. Все очень вкусно. Здоровья вашим рукам. Приятного аппетита. Папа, учитель Али рисковал своей жизнью ради меня. Нет, дорогая. Я лишь помог человеку, который остался в трудной ситуации. Его ранили, когда он пытался мне помочь. Он справился один со всеми людьми мерзавца Уйгара. К тому же в темноте. В темноте? Спасибо большое. Пусть Бог будет доволен вами. Всегда немного преувеличивает. Нет, дорогой, какие преувеличения? Я еще ничего не рассказала. Севда, пожалуйста. Еще и ранены вы. Ничего серьезного. Небольшая царапина. К тому же, мама, Али поменял цвета светофора. Люди, что гнались за нами, застряли на светофоре, а мы внезапно проехали и спаслись. Я не поняла, как это случилось. Только лишь 2 дня. Подумай так. Встанем, ляжем и встретимся. Хорошо? Хорошо. Не расстраивай бабушку. Не заставляй ее уставать. Она пожилая, хорошо? Хорошо, папочка. Молодец. Нет, не сади ребенка, не сади ребенка. Нельзя ребенка, нельзя! Господи. Что я сделал? Кёксал, папа? Кёксал, что случилось? Папа, что случилось? Кажется, у меня упало давление. Приготовить тебе соленый кефир. Нет, не стоит. Лучше всего я поднимусь наверх и отдохну в комнате. Все пройдет. Ладно, вам приятного аппетита. Я посмотрю, ничего не будет, положу его. Вы кушайте, ребята, давайте. Снова начинается. Что начинается снова, Севда? Болезнь папы. На самом деле прошла, почему так случилось внезапно? Я обязан перетянуть на свою сторону дядю любым путем. Слушаю. Хорошо. Звонил человек, которого мы пристроили к дому Кёксала. Севда вернулась домой? Вернулась, но... Что но? Говори. Вернулась с Али. Вместе с ним зашла в дом. Черт! Нам надо немедленно перейти к действию. Немедленно! Что такое, Уйгар? Снова горишь? К добру ли?
Дядя, Али пошел в дом Севды. Тебе-то что? Пошел так пошел. Тебе-то что? Ты до сих пор их преследуешь? Я тебе что сказал? Дядя, когда я представляю Севду с тем мужчиной, я дышать не могу. Я задыхаюсь, не понимаешь? Задыхаюсь. Либо я его убью, либо он меня. Другого выхода нет. Какая была болезнь у твоего отца? Врачи сказали, что у него тревожное расстройство. Это появилось внезапно 5 лет назад. Бессонницы, кошмары. А он лечился? Лечился. Прошло, ничего не осталось. Конечно, еще и то, что он пережил за последнее время. Я очень боюсь, что заново начнется. Мама, как папа, в порядке? В порядке, дочка, не волнуйся. Сейчас он заснул, ему тут же станет легче, не волнуйся. И вы простите, пожалуйста. Нет, что вы. Пусть ему станет лучше. Я, с вашего позволения, пойду. Доброй ночи. Доброй ночи, спасибо большое. И вам большое спасибо. Я тебя провожу. Али, спасибо за все. Севда, давай уже закончим с этими благодарностями. И дома у тебя мне было очень неловко. Хорошо. Доброй ночи. Доброй ночи. Али, завтра ты у себя? Не знаю. Кажется, да. Хорошо тогда. Доброй ночи. Да. И тебе. Али. Хорошо, что ты есть. Кёксал, ты же уснул, почему проснулся? Отец? Он ушел? Али? Ушел. Пойдем. Присядь сюда. Садись передо мной, дочка, садись. Теперь расскажи мне все в деталях. Как этот человек тебя нашел? Не он меня нашел, а я его. Сестра! Синан. Сестра, все это случилось из-за меня. Прости меня. Я так испугался, что с тобой что-то случится. Не расстраивайся, ни с кем ничего не случилось. Видишь, я в порядке. И что за сюрприз ты мне подготовил? Клубничная моя самая любимая. Оставь, я сама все сделаю, стой. Севда, садись и расскажи мне все, давай.
Хорошо, папа, хорошо, я расскажу. Помнишь ночь, когда я сбежала? То есть ты сейчас говоришь, что ты зашла в дом этого человека случайно, а не специально? Я была вынуждена. Из-за людей ненормального уйгара я зашла в дом, и это оказался дом Али. А ты знаешь, кто этот человек? Папа, почему ты задаешь столько вопросов про Али? Дочка, пойми отца. Мне тоже интересно, что это за человек? Есть ли у него кто? Я тоже много не знаю. Развелся с женой. А его сына убили. Сына убили? Как жаль. Кто убил сестра? Ты больше не будешь видеться с этим человеком. Не поняла. Дочка, ты же сама сказала. Убили его сына. Очевидно, что у него есть враги. Действительно, твой отец прав. А ты даже спасибо не сказал ему за то, что он спас твою дочь. Весь вечер странно смотрел ему в лицо. Почему ты так зацепился за эту тему, я не поняла. Чего мне цепляться, Севда? Видно, что он проблемный человек. Это я проблемная. Из-за меня его жизнь подверглась опасности. Если кто-то и не будет видеться, то это учитель Али. Какой еще учитель, дочка? С самого начала продолжаешь его так называть. Учитель в мечети. Во дворе его называют учителем. Никакой он не учитель. Ничего. Ничего. Я не могу жить без Севды, дядя. Но я и не хочу, чтобы у тебя из-за меня были проблемы. Не хочу, чтобы из-за меня Али считал тебя врагом. Скажи, что я тебя не послушался. Я убью тебя, Уйгар. Не оставлю на Али. Я убью. Убивай, дядя. Убивай. Я и так мертв. Давай. Чего же ты ждешь? Убивай. Убери это за пояс. Не будь ребенком. Я убью этого Али. Я его уничтожу. Стой! Я сказал стоять! Так нельзя. Так ты только себя убьешь. Я не могу позволить, чтобы тебя кто-то убил, Уйгар.
Ты не только мой племянник. Ты мне как сын. И ты для меня такой, дядя. После смерти отца я поставил тебя на его место. Ты знаешь. Уйгар, послушай, сынок. Али не похож ни на кого из тех, кого ты знаешь. Чтобы его убить, нам нужен безупречный план. Ты не можешь победить того, кого не знаешь, Уйгар. Я тебе рассказывал, что единственная слабость Али — его потерянный брат. Нам надо узнать все о его слабости. Хорошо, дядя. Один единственный неверный ход приведет нас обоих к смерти. Знай это. Я Севда. Я Али. Приятно познакомиться. Господин Уйгар, добро пожаловать. Так как вы заранее позвонили, я приготовила завтрак. Если вы не ели... Забудь сейчас про завтрак. Рассказывай все, что знаешь об Али. Я много не знаю. Насколько знаю, он помогает бедным и нуждающимся. Так говорят. Давай дальше. Дальше, что еще? Еще? Больше ничего не знаю. Хорошенько разговори Севду насчет Али. Или же насчет его потерянного брата. Узнай все, что она знает. Все. Хорошо. Вы не волнуйтесь. Я сделаю все возможное. Если это поможет... Поможет. Ты заработаешь из этого намного больше, чем думаешь. Возьми это. Пока что. Не волнуйтесь. Я все узнаю. Жду от тебя новостей. Выпили бы чай. В следующий раз. Добро пожаловать, господин Хайри. Что такое, пилот? Зачем ты отправляешь своих людей, чтобы привести меня к себе? Сказал бы, я бы пришел. Так было нужно, Хайри. Послушай, брат. Я уважаю твою работу. Но при условии, что ты будешь делать все правильно, честно. Почему ты избил этих женщин?
Они заставили тебя расчувствоваться, пилот? Слушай, разве ты оставил их в состоянии использовать кого-то? Посмотри на них. Они неправильно выполнили свою работу. Клиенты пожаловались мне. То есть они неправильно выполнили свою работу. Ну а ты правильно выполнил, да? Что такое, пилот? Ты будешь учить меня моей работе? Нет, чтобы я знал, если ты положил глаз на мою работу. Ведат, чем занимается этот человек? Он не хотел так сказать, пилот. Ведат, я спрашиваю, чем занимается этот человек? Продает женщин. То есть сутенер. Еще говорит мне, что хочет знать, не положил ли я глаз на его работу. Мне говорит. Мне говорит. Извини, пожалуйста, пилот, я не в этом смысле сказал. А в каком смысле сказал Хайри? Я прекрасно выполняю свою работу. Я тоже хорошо выполняю свою работу. И даже очень хорошо. И моя работа — очистить мир от таких мерзавцев, как ты. Экрем, отведите их к врачу. Положите денег в карман. И уберите это дерьмо. Девочки, давайте. Сестра Севда. Алло, Хюдаверди. Ты интересуешься учителем Али, да? Предположим, что мне интересно. Учитель Али в порядке. Но его нет рядом со мной. И я не рядом с ним. Значит, и ты не рядом с ним, раз спрашиваешь меня. Конечно, человек интересуется тем, кого любит. Постой минуту. С чего ты взял, что я люблю Али? Не любишь? Но все любят учителя Али. Хорошо, Хюдаверди, потом поговорим. Держи, сынок. Кёксал, ты ничего не ел со вчерашнего вечера. Давай поешь немного сыра. У меня нет аппетита. У тебя глаза совсем красные. Ты не спал весь вечер, вертелся туда-сюда, поэтому они такие. Пойдем к врачу, Кёксал. Сколько раз говорить, Хайри, я не хочу, не пойду. Хорошо, хорошо. Я побежал на работу. Постой, я провожу тебя. Мама, что с папой? Молчи, ничего не говори, ты же знаешь. Доброе утро, сестра. Доброе утро, дорогой. Куда ты? Я сегодня заменяю друга в одном ресторане. Я побежал. Не задерживайся, сынок, хорошо? Будь осторожен. Хорошо, мама. Приходи вовремя. Доброе утро, папочка. Давай садись, позавтракай, дочка. Я не буду садиться, мама. Тухче ждет меня к завтраку. Что я тебе говорил, Севда? Что говорил папа? Ты сказал, что я больше не буду видеться с учителем Али. И? Мне не видеться из Тухче только потому, что они живут в одном районе.
Кёксал, не дави так на нее. Ты и сам знаешь, что случилось. Если потребуется, то есть Тукче не будет видеться. Что ей делать в том районе? Подруга, я умираю от любопытства. Расскажи, что случилось? Ты видела сегодня Али? Я заходила домой, его не было. Интересно, куда он пошел? Нет, а где я могу увидеть его? Я сегодня не выходила из дома. Ну нет, Севда. Когда ты успела пойти к учителю Али? Да ничего, просто зашла по пути. Кстати, я принесла одежду. Здесь. Оставь одежду. Расскажи, что вы делали с учителем Али? Это ты расскажи. Почему ты никогда не рассказывала про Али? Как давно он живет в этом районе? Что это значит? Посмотри мне в глаза. С тобой что-то происходит. Да, нет, скажешь тоже, Тукче. При чем тут это? Я тебя умоляю. Нет, нет, даже не отрицай. Он произвел на тебя впечатление. Что он сделал, что впечатлил тебя, я не поняла. Он рассказал тебе про своего пропавшего брата? Рассказы про свою боль и прочее. Откуда ты знаешь о пропавшем брате? Я просто слышала что-то такое. Это была ложь? Нет, милая. Это правда. У него дома был один снежный шар. Я случайно разбила, он сильно разозлился. Потом я узнала, что у его брата был такой же снежный шар. Он годами хранил этот снежный шар, чтобы найти своего пропавшего брата. Как это? Как он собирался найти его с помощью шара? Когда мой брат сбежал из приюта, взял с собой только снежный шар. Я верил, что смогу найти его с помощью шара. И когда найду его, я бы сказал ему: смотри, этот снежный шар, который мама нам подарила. Севда. Милая, ты задумалась. Давай, рассказывай. Постой, расскажу. Я же сказала, что такой же шар есть у его брата. Хэрие, я пойду проверю ее. Если она пошла навстречу с тем человеком, то... Кёксал, тебе плохо. Ты где-нибудь упадешь. Если бы, Хэри, если бы. И вы спасетесь, и я. Что это за слова? Постой, Кёксал, не надо. Стой, я тоже пойду. И что еще? Что еще знаешь про Али? Что еще могу знать? Да и почему ты задала так много вопросов про Али? Как почему, дорогая? Просто из интереса. Давай, я пойду собираться. Давай, собирайся. Поторопись, мы пойдем в салон. Сходим, милая, еще рано. Господин Уйгар, я поговорила с Севдой. Она все рассказала. Хорошо, Тукче, хорошо. Я перезвоню. Я узнал кое-что новое о пропавшем брате Али. Милая, ты готова? Готова. Твои вещи остались здесь. Я отдам, а ты положи в сумку. А я отдам это. Кстати, надеюсь, салон находится близко. Да, близко, через 2 улицы. И очереди не сразу же примет нас. Хорошо, супер, пойдем. Значит, найдет своего брата с помощью снежного шара. Да, но как это поможет нам, дядя?
Али даже в темноте может видеть. Но когда речь идет о его брате, он становится слепым. Мы уничтожим Али через эту его слабость. Но нам недостаточно убить Али. Государство не спустит нам это с рук. Они никак не должны подозревать нас. Пилот. Мы используем для этого пилота. В качестве исполнителя. Все знают про их отношения с Али. Все поверят в это. И что у них за отношения? Али не дает ему продавать наркотики на его районе. Нам нужно в район Али. Найти и отправить наркодилера, работающего на пилота. Если мы столкнем наркодилера, пилота и Али, то потом мы сможем убить обоих, а потом сказать, что они убили друг друга. Я нашел дилера. Кто? Синан. Брат Севды. Чего ты добиваешься, Уйгар? Ты убьешь брата любимой девушки? Я хочу, чтобы Севда ненавидел этого типа, дядя. Ладно, но... Пилот согласится отправить Синана в район Али? Это легко. Пилот должен мне жизнь. Если я захочу, то сделает. Хорошо. Тогда давай иди. Убеди пилота выполнить эту работу. Остальное оставь мне. Кёксал. Кёксал, умоляю, стой. Постой, ради бога, давай вернемся. Возвращайся, Хария. Не выводи меня из себя своей болтовней. Кёксал, видишь, ты зря наговорил на дочку. Смотри, она с Тухче. Али? Али? Севда. Привет. Где ты был? Я поеду к отцу Тугрулу. Куплю для него кое-что. А ты? Ты заходил сегодня в мой магазин? Нет. Я приходила к Тухче. Проходила мимо, не увидела тебя. Кстати, как твоя рука? Как ты? Ты в порядке? В порядке, в порядке. Госпожа Дуйгу наложила сегодня повязку. Рана заживает. Да? Где она наложила повязку? Не понял. Ну, дома или в аптеке? В аптеке? А почему ты спрашиваешь? Ничего. Просто спросила. Кёксал. Учитель? Я искал тебя. Сестра Севда искала тебя, учитель. Хюдаверди? Смотри, мы встретились, я здесь. Не нужно говорить, не так ли? А зачем ты искала меня? Потому что любит. Не говори глупости, Хюдаверди. Разве я говорила что-то такое? Стой, парень, ты упадешь. Стой! Стой! Хюдаверди, что ты делаешь? Спустись, ты упадешь. Севда? Опаздываем, нам нужно еще к парикмахеру заехать. Что ж, не буду вас задерживать. Хорошего дня. Хорошего дня. Али?
До встречи. Кёксал. Кёксал, остановись, ради бога. Кёксал. Папа? А ну-ка, иди сюда. О чем ты говорила с этим человеком, Севда? Папа? Что вы здесь делаете? О чем мы с тобой говорили? Ты не должна была с ним больше видеться. Я не виделась, папа. Пришла к Тухче, мы столкнулись, поздоровались, вот и все. Ты больше и шага сюда не сделаешь. Дядя Кёксал. Севда. Тухче, ты знаешь этого человека? Учителя Али? Нет, не особо. Послушай, отныне, если будешь видеться с Севдой, либо в нашем доме будешь видеться, либо в другом месте. Хорошо, но папа... Больше в этот квартал ты и шагу не сделаешь! Поняла? Кёксал, все смотрят на нас, не надо, прошу тебя. Дядя Кёксал, мы опаздываем. Давай сюда. Кёксал, успокойся, прошу тебя. Ты в порядке? Кёксал, Кёксал, что случилось? Кёксал, Кёксал, ты в порядке? Кёксал, что случилось? Дядя, ты в порядке? Кёксал. Дядя, вставай, я отведу тебя в аптеку. Давай. Сестра Дуйгу, этот дядя упал на углу. Я привел его. Садитесь, пожалуйста. Садись, садись. Вы снимите пиджак, я измерю давление. Хорошо, я помогу тебе. Кёксал, снимем это. Здравствуй, отец Тугрул. Здравствуй. Хорошо, что ты пришел. Я хотел показать тебе кое-что. Думал, вот бы он пришел. И что же? Присаживайся. Нашел среди старых вещей. Со времен детского дома. Посмотри, есть ли внутри что-то ваше. Есть что-то? Уйгар, что с тобой? Что такое? Смог убить этого? Не смог, потому что ты ушел, пилот. Уйгар, если после произошедшего кто и будет кого-либо отчитывать, то это я, не ты. Еще. Я не забыл о том, что обязан тебе жизнью. Если мы будем расплачиваться горечью, то не будет цены той жизни, которую ты спас. Хорошо. Тогда я попрошу у тебя то, что ты сможешь сделать. Говори, Уйгар. Ты отправишь брата Севды Синана на район Али.
Там он будет продавать тосты. Что? С чего это вдруг? Я покажу Севде истинное лицо этого человека. Скажи мне, ты сделаешь это? Сделаем. Сделаем, но я не пойму, какую хитрую уловку ты задумал. Ты делай то, что я говорю. Об остальном не думай. Хорошо? Сделаем. Но я сочту, что расплатился за свою жизнь. Имей в виду. Договорились. Уйгар, мне не подобает говорить, но ты ту девушку, которая не хочет быть с тобой. Почему желаешь? Как ты вообще так можешь? Ты что думаешь, пилот? Я хотел, чтобы так вышло. Это еще что значит? Разве есть кто-то, кто направляет оружие в твою голову? Есть. Есть. Приставили самое опасное оружие в мире. Но не в голову, а вот сюда. В сердце. Любовь. Самое опасное оружие в мире. Думаешь, я смогу без Севды, пилот? Сможешь. Почему нет? Забудешь, вот и все. Разве можно забыть, просто сказав «забудь»? Я забыть Севду месяцами, годами пытался. Сжигал все, крушил, разрушал. Забыл обо всем, даже свое имя, только Севду. Только Севду не смог забыть. И вместо всего, что забыл, снова вспоминал Севду. Я стал заложником Севды, пилот. И ничего больше не знаю. И ничего меня больше не волнует. Ничего. Сообщи, когда решишь дело с Синаном. Стал заложником Севды, видите ли. Идиот. Я сделаю четкий из своего сердца и буду ходить. Но не буду бежать. За девушкой, которая не хочет быть со мной. И у мужчин есть гордость. Не так ли, Ведат? Это так, пилот. Ведат, решим это дело. Избавимся от этого груза. Как только Синана найдут, пусть привезут в здание. И мы пойдем. И хорошенько выльем канистры учителя, дабы ремень больше не отлетал. Давай. Сынок, мы начали говорить об этой шкатулке, и мне не удалось спросить, что приводит тебя сюда по утрам? Случилось нечто странное, отец Тугрул. Пусть будет к-хорошему. Когда я отвез Севду домой, я познакомился с ее отцом. И что в этом такого? Ты немного поспешил, но ничего. Не так, отец Тугрул. Я раньше видел этого человека. Как? Ты оказался знаком с отцом Севды? Не совсем так, но мы виделись где-то раньше. Где? В неправильное время, в неправильном месте. Где вы встретились, сынок? В заведении Энрико. Что он там делал? Не знаю. Я ничего об этом не знаю. Я брал денег в долг. Не смог расплатиться. И попал под проценты. Меня сюда привезли. Сильно избили. Довели до этого состояния.
хотели меня убить. Но когда ты пришел, я спасся. Клянусь, я ничего о них не знаю. Прошу. Спасибо. Спасибо. Его привезли туда из-за долга. Он спасся, когда я пришел с засады. Боже мой, ты только посмотри. Ты поговорил с ним? Нет, отец. Я не знал, что сказать. Он тоже странно повел себя, увидев меня. Кажется, испугался. А ты чего испугался? Не понял. Испугался, что он не отдаст свою дочь за такого, как ты? Отец, ты часто повторяешь это, но ничего такого нет. Да и Севда совсем другая. Ее взгляды на жизнь. И у меня даже в голове таких мыслей не было. Не в голове, а в сердце, сынок. А сердце видит то, чего нельзя увидеть глазами. Севда, что-то случилось? Почему твой отец не хочет, чтобы ты виделась с учителем Али? На самом деле ничего не случилось. Почему тогда он прямо в квартал приехал? Почему не хочет, чтобы ты виделась? Тухче, не знаю, я и сама не поняла. Вам лучше? Спасибо. Давайте. Это отец сестры Севды. А это ее мама. Правда? Как чудесно. Вы пришли навестить учителя Али? Нет, здесь живет подруга нашей дочери Тухче. Пришли к ней. Я знаю Тухче. Дом учителя Али тоже прямо напротив дома Тухче. Мама, разве у тебя спрашивали об учителе Али? Мы пойдем уже, если тебе лучше. Он не хочет, чтобы сестра Севда виделась с учителем Али. Почему вы не хотите, чтобы они виделись? Учитель Али как ангел. Давай, Кексал, пойдем потихоньку. Я вызову вам такси. Прошу. Хорошего дня. Хорошего дня, сестра Дуйгу. Хорошего дня, тетя Мираль. Будьте спокойны насчет учителя Али. Он не сделает ничего неправильного и не позволит никому сделать. Видишь, Кексал, ты зря волновался. Да. Такси! Давай, подъезжай. Давайте. Будьте бдительны. Что случилось? Нашли Синана? Нет, пилот. Но ищут. И учителя нигде нет. Может, в магазине посмотрим? Возможно, вернулся. Сколько кругов мы уже проехали по району? Нет его. Возможно, сбежал. Нет, пилот. Он не сбежит. Где он тогда? Стой, стой. Остановись перед этой аптекой. Лекарства нужны, брат? Мы приехали в аптеку, мы бы взяли. Верно говорит пилот. Экрам уладит. Нет, вы ждите там. Я возьму свое лекарство сам.
Спусти меня. Я это... чтобы вы не упали. Вот. Я поняла, спасибо. Вы зачем приехали? Снова переехали напасть на район? Нет. Недавно были недопонимания, и я не имею отношения к нападениям. Это было дело моего друга. Друга, но не близкого. Не близкого друга. Дальний друг. Что бы ни было, чего хотите? Я хотел купить лекарства. Какие лекарства? От сердца. Сердце. Нет, не сердце. У меня голова болит. Я хотел измерить давление. Сердце? У вас болит голова, и вы измерите давление? Вы шутите со мной? Нет, не шучу. Какие тут могут быть шутки? Брат, учитель. Давление немного высокое. Тут поднялось. Это... Со мной что-то происходит, когда я приезжаю в этот район. Ничего не будет от такого. Госпожа Дуйгу, немного поговорим с тобой снаружи? Можно. Я и так тебя искал. Поговорим. Что ты там делал? Пришел рассчитаться с тобой. Но раз тебя так любят на районе, считаются с тобой. На этот раз я не буду этого портить. Но, если еще раз свяжешься с моим подопечным, закрой рот. Я никому не позволю открывать на районе рынки. Теперь бери своих людей и уезжай. Смотри, учитель, ты переходишь границы, потом не расплатишься, знай. Я сказал, что нужно. Знай. Отныне, если я увижу тут тебя или твоего человека, я не буду тратить время на разговоры. Раздавлю. Учитель Али. Вы почему пришли, учитель? Была одна тема, мы уладили. С вашего позволения, вам доброго дня.
Али, этот человек пришел измерить давление. Этот человек плохой тип. Будь осторожна. Хорошо. Как ты хочешь. Доброго дня. Учитель! Учитель! Я познакомился с папой Севды. Где? Он приезжал на район. Кричал на сестру Севду. Сказал, что она не будет видеться с учителем. Сказал, что больше не приедет в этот район. Почему так сказал, я не понял. А потом он упал, и я привел его в аптеку. Хорошо, Хидоверди. Спасибо. Увидимся. И? Что еще знаешь по поводу учителя Али? Я же рассказала. Он, правда, очень хороший. Лишь бы все были как он. Как он? Сколько дней ты его знаешь, что так говоришь? Это ведь не такое. Я будто знаю Али много лет. Будто он долгое время в моей жизни. Я просто не видела. Иногда что-то ищешь много лет, но не знаешь, что ищешь. Только понимаешь, когда он появляется перед тобой. Это что-то такое, кажется. Немного запутано. Тухче, почему ты задаешь так много вопросов касательно учителя Али? И папа постоянно спрашивает. Метин, если это немного распустим и придадим объем. Кёксал, что с тобой, ради бога? Мы поехали за девочкой до самого района. Не пришел в себя. Что с тобой происходит, Кёксал, что? Пойду выйду. Немного подышу воздухом. Едет, едет. Слава богу, сбежал. От кого бежишь? Я... Пойдем сюда, немного поговорим. Смотри, я не специально. Не специально. Я буду готов говорить открыто. Если я умру, Севда тебя ни за что не простит. Не простит. Кто тебе говорит о смерти? Ты лишь мне ответь. Ты сказал Севде что-то обо мне? Сказал о том, что было на том месте. Я все сделал. Все ваши приказы. Я положил бомбу в ту машину. Но я не мог знать, что в машину сядет сын. Не мог знать? Хорошо. Что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Я испугался, я не знал, что делать. Испугался. Сын Али умер, и я испугался.
Что я буду теперь делать? Я тебе скажу, что ты будешь делать. Умрешь. Нет, пожалуйста, не делай. Умоляю, не надо. Умоляю, не надо. В чем дело? Что происходит? За мной! Что происходит? Нет. Не рассказал, да? Ничего не рассказал. Ничего не рассказал. Прекрасно. Хорошо. А ты знаешь, почему я убил тех людей? Нет. Они убили моего сына. Если бы это было сегодня, я бы снова убил их всех, не моргнув и глазом. Как я и сказал в тот день. Все, что было там, там и останется. Не забывай об этом, хорошо? Хорошо. Я не забуду. Теперь перейдем к главной теме. Ты запретил Севде приезжать на мой район, так? Нет, на самом деле не так, но... Я тебя понимаю. Ты ее отец. Ты имеешь право знать, с кем видится твоя дочь. Но знай, я не наврежу Севде. Ты защищай ее от мерзавца Уйгара, за которого ты хочешь ее выдать замуж. Держись подальше от Уйгара. Я понял. Хорошо. Севда, давай. Иди же. Чего ты смотришь по сторонам? Или ты ищешь Али? Тухче, при чем тут это? Тут и такси не ездит, выйдем на дорогу. Это машина Али. Али! Чего ты кричишь посреди деревни? Постой, опозоримся. Мы опоздали, Али нас отвезет. Али, если ты свободен, можешь нас отвезти? Что такое? Вы куда? Мы едем на съемки. Я тебе не сказала, да? Меня выбрали лицом марки. И теперь пробные съемки, туда едем. Немного опаздываем, ну и ладно. Благодаря этому я отдам долг Уйгару. Не знаю, что бы я делала, если бы не было этой работы. И? Ты нас отвезешь? Сколько ты должна Уйгару?
100 тысяч лир. Но пусть съемки начнутся, я потихоньку отдам. И, учитель, если у вас нет дел, вы нас отвезете? Дела есть. Такси. Севда, пойдем, мы опаздываем. Увидимся. Приготовь мне 100 тысяч лир. Нет. Я сейчас приеду и заберу. Хорошо. Там встретимся. Я еду. Деньги готовы? Что будешь с этим делать? Нужны. Такой человек, как Али, больше не придет. Нужно сделать все возможное, чтобы его вернуть. Какое положение? Все хорошо. Пилот согласился. Отправил людей, чтобы взяли Синана. Хорошо. Начальник? Али пришел. Хочет тебя увидеть. Откуда он узнал? Как? Не может быть. Это невозможно, дядя. Как это случилось? Почему пришел этот человек? Ты что-то сделал без моего ведома? Нет, не делал, дядя. Говорил с той девушкой. Даже не приближался к ней. Добро пожаловать, Али. В чем дело? Ты будто нападаешь. Тут 100 тысяч лир. Те деньги, что взяли у тебя, отныне с человеком, который взял у тебя эти деньги, что бы ни случилось, ты вести диалог не будешь. Понял? Хорошо. Насколько я слышал, ты держишь его. Делай так же. Не смягчай. Ты знаешь, если собака укусит, то накажут не собаку, а хозяина. Нам нужно поскорее закончить это дело.
Смотри, этот человек как волк. Он почувствовал запах, крутится вокруг нас. Если он перейдет к действиям раньше нас, то нам конец. У нас полно дел. Али должен умереть, пока не решилось это дело. Умрет. Умрет. Тухче, я очень волнуюсь, мои мечты сбываются. Ягненок, это еще что? Ты пойдешь на вершины. Здравствуйте. Здравствуйте. Это адвокат нашей фирмы, господин Алтай. Очень приятно. Прошу, это договор. Спасибо. Студия готова, скоро наши друзья подготовят вас. Хорошо. Постой, с Богом получится. Учитель, мы идем пить чай. Пойдем тоже поболтаем немного? Можно, брат Ильхан. Вы идите, а я приду позже. Хорошо. До свидания, все было очень хорошо. Спасибо, спасибо. Тухче, я тоже еду к тебе. Ты уверена, что едешь ко мне? Тухче, пойдем. Твое время настало. Спасибо. Ты проходи в дом, я иду. Не глупи, Севда. Пожалуйста, полчаса потерпи. Хорошо, ладно. Здравствуйте. Добро пожаловать. Прошу, прошу. Добро пожаловать, проходи. Сынок, принеси сейчас же чай и учителю Али. Спасибо. Учитель, эти люди зачастили на наш район. Что это за тема с девушкой? Учитель, кто эта девушка? Они плохо говорят. Нет ничего такого. Это лишь выдумки. Плохие, чтобы скрыть свое, говорят плохо о других. Девушка не виновата ни в чем. Она убегала от людей и укрылась в моем доме. Вот и все. Ты тоже не виноват, учитель Али? Разве не грех ночевать с неизвестной девушкой в одном доме? Отец девушки пришел на наш район, поднял шум. Не стыдно? Люди видят так, как им хочется видеть. Счеты перед Богом, друзья. Давайте, с Богом. Увидимся, учитель. Как ты разговариваешь? Тебе не стыдно? Какой еще стыд, брат Ильхан? Стыдно то, что сделал учитель. Все говорят о его делах. Благо, Бог не принимает те рапорты, что предоставляют ему люди. Он все видит. Али. Учитель Али. Привет. Пойдем. Вот, прошу. Может, она пришла к подруге. Все предельно понятно. Вы все сами видите. Госпожи Тукче нет? Она зашла к маме, а я решила поздороваться с тобой, пока жду. Хорошо сделала. Я тоже хотел увидеться с тобой. Правда?
Хотел тебе кое-что сказать. Что хотел сказать? Отныне ты не должна Уйгару. Как? Как не должна? Я уладил. Как уладил? Минуточку. Ты отдал. Что ты за человек? Не понял. Ну, я не могу такое принять. Я не хочу, чтобы этот мерзавец тебя беспокоил. Я тоже не хочу. Но это очень доброе дело. На самом деле, это больше не доброе дело, а... Как бы сказать? Я не мог принять то, что ты должна ему. Хорошо тогда. Пусть будет так. Спасибо большое, правда. Но я отдам долг. Это мой долг. Хорошо, ладно. Мама. Мама. Алло, Севда. Дочка, ты где? Я в кафе Стухче. Мама, что случилось? Где она? Значит, ты Стухче в кафе, да, доченька? Когда приедешь? К вечеру приду. Хорошо, доченька, хорошо, увидимся. Смотри. Почему ты солгала маме? Какая ложь? Если бы сказала, что с тобой, она бы задала кучу вопросов. Какие вопросы? Оставь. Мой братик Синан хотел с тобой познакомиться. Я позвоню ему, спрошу. Познакомлю вас. Садись в машину. Брат, я... Не берет. Ладно, перезвонит мне. Спрошу кое-что. Твой отец говорил что-нибудь обо мне или, может быть, спрашивал? Например, что? Что-нибудь. Нет. Почему ты спросил? Неважно, мне лишь стало интересно. Брат, я совершил ошибку, не зная об этом. Чего хотите от меня? Как тебя звали, идеальный парень? Синан. Ты не совершал ошибку, братец Синан. Но иногда
Невозможно так легко исправить прошлые ошибки. Не понял, брат? Я тебе скажу на понятном языке. Отныне ты будешь работать на нас. Что я буду делать, брат? Я не понимаю ничего в починке, брат. Будешь продавать товар. Брат, я могу делать все, что вы захотите, но, пожалуйста, не вмешивай меня в эти дела. Я пообещал сестре. Слушай, парень, я тоже пообещал. Еще и ценой жизни. Ты будешь делать это дело. Но не постоянно. Некоторое время. Может, твоя сестра даже не узнает. Хорошо? Хорошо? Хорошо, брат. Если будут проблемы, приходи, говори. Мы уладим. Если тебя поймает полиция, и ты сдашь наши имена, тогда умрешь не только ты. Ты понял? Ведат, дайте ему товар, отведите и покажите место. Пусть к вечеру начнет. Интересно, почему Синан все еще не позвонил? Он мог не увидеть то, что ты звонила. Мог. Привет. Привет, Севда, дочка. Севда, не так ли? Да, Севда. Дочка, смотри, ты хорошая, красивая, милая, не сглазить бы. Но много сплетен. В итоге в этом районе у учителя есть авторитет, не так ли? Мы поняли, ты любишь учителя Али, но так нельзя. Что вы говорите? Госпожа Мираль, пожалуйста. Я говорю, что нельзя так сухо любить. Ты сначала немного покройся. Не так ли, учитель Али? Госпожа Мираль. Раз учитель так принимает, то, конечно, это его дело. Кому какое дело? Потом и помолвку сделаете. Постой. Не сглазить бы, вы очень подходите друг другу, клянусь. Нет ничего такого, госпожа Мираль. Как нет? Ты разве не получил пулю ради этой девушки? Дочка, как по мне, ты не тяни с этим делом, я тебе скажу. Где еще ты найдешь такого человека? Поверь мне, учитель Али взял молитвы всего района. Конечно, вы еще не знакомы. Это госпожа Мираль, мама госпожи Дуйгу. Да, правда. Севда. Не обижайся, дочка. Я немного не подумав, но нужно торопиться с такими благими делами. Говорят ведь. Я только поэтому, иначе мне-то что? Приятно познакомиться. И мне. Тогда не буду вас задерживать. Увидимся. Хорошо смотрите за собой, друг за другом. Пока. Что это было? Ты не слушай то, что она говорит.
Давай. Ты почему так отреагировал? Как? Ты ведь сказал, нет ничего такого. Когда? Когда женщина сказала, что мы очень подходим друг другу. Не знаю. Какой была твоя бывшая жена? Снова? Она слушала тебя. С чего это, Севда? Ни с чего, просто спросила. Оставь. Я забыл ту часть своей жизни. Это место. Жди тут. Клиент тебя найдет. Экрам. Пока не стемнеет, не уходи. Хорошо? Давай. У меня дела в магазине. Это мой магазин, кстати. Ты что будешь делать? Я? Не знаю. И Тухче не придет. Ладно, я тут где-нибудь подожду. Можешь подождать в моем магазине, если хочешь. Можно. Можно, почему бы нет? Пока не придет Тухче. Хорошо. Пойдем. Было понятно, что еще могло быть? Я вам утром говорила, но вы мне не поверили. Тот ценный учитель, которому ты делала перевязки, влюбился в ту девушку. Знай это. Нет ничего такого, мама. Как нет ничего такого, мама? Девочка, что мне еще сделать, чтобы открыть твои глаза, я не знаю. Эти двое, не стыдясь, ходят по району за руки, ты знаешь? Али Севда? Нет, Аслы Керем. Девочка, кто еще может быть, ради бога? Они, конечно. Я сказала учителю Али, что эта девушка тебя любит. Ты бы видела счастье на его лице. Вот так. Мама, ты чего хочешь от меня? Чего ты от меня хочешь? Тебе нравится то, что я несчастна? С чего ты это берешь? С чего мне брать? С головы придумываю, думаешь? Дочка, раз не веришь мне, сходи, посмотри своими глазами. Сходи, посмотри, они в магазине учителя Али. Сходи, посмотри. Сходи, посмотри. Посмотри своими глазами. Такое все еще есть? Это работает? Попробуй. Работает.
Aşkların en güzelini çılgınca sevenini yalnız sende bulmuştum. Yalnız senin olmuştum. Son defa seyredeyim o yaşlı gözlerini. Синана отправили на район, начальник. Amca. Человек, который покончит с Али, едет сюда. Gül dolu pencerede yalnız hatıram kaldı ama boş kalan çerçevede artık bülbül ötmüyor. Gül dolu pencerede. Кто эти дети? Ben ve Я и мой братик. Ya, kesin bu sen. Это точно ты. Да. Знаешь, я очень расстраиваюсь за тебя. Дай бог ты найдешь брата. Иногда я думаю, а если потеряется Синан? Скорее всего, я сойду с ума. Спасибо. Ama böyle Но не şeyler думай о düşünme. таком. Синан начал продавать товар на районе Али, дядя. Отлично. Твоя очередь настала, Кепче. Езжай на район. Будь уверен в том, что Али видел, как Синан продает товар, и он погнался за ним. А весь район наблюдал за этим. А потом убери Синана и убей Али. Почему он так ходит? Братец, ты упадешь. Упадешь? Не ходи так. Братец, ты упадешь. Зацепился, но не упал. Задержался, не упал. Упал. Я сказал, что упадешь. Упал. Али? Али? Упал. Братец, что случилось? Учитель, я сказал, что упадет, и он упал. Севда, сейчас же вызови скорую. Хорошо. Братец, 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 проснись. Не просыпается учитель. Братец, проснись.
Ты разве не сказала этому парню, чтобы он пришел Сказала, пораньше Кёксал, вечером? сказала. Разве я могла не сказать? Сказала. И где он тогда, где? И Севды нет. Эти дети меня убьют, господи. Кёксал, постой, не паникуй сразу. Постой, успокойся. Придут. Придут. Смотри, если Севда с тем человеком, то я спрошу за это с тебя, Хайри. Братец, проснись. Проснись, братец. Братец, проснись. Учитель, он не просыпается. Хидоверди, не верти голову парня. Он в наркотической коме. Севда, где скорая? Я вызвала, едут. Сынок, сынок, сынок. Малыш. Сестра, успокойся. Скорая едет. Открой глаза, сынок. Сестра, пойдем. Кто продал это проклятие этому ребенку? Ешар? Нет, учитель, я поклялся. Учитель, выше были люди, которых мы не знаем. Может быть, они? Почему вы не говорите мне? Севда, ты жди в магазине, я скоро приду. Учитель, они там. Братец, ну-ка пойдем. Что происходит? Пойдем, пойдем. Брат, что происходит? Стой. Что это? Тебе сколько лет? Кто послал тебя на улицу? Брат, ты кто? Оставь меня. Не так это просто. Я убью и того, кто продает, и того, кто заставляет продавать это проклятие на районе. Следуй за мной. Давай, следуй за мной. Хидоверди, он бежит на другую сторону. Встань перед ним, а я за ним. Брат, возьми салфетки. У тебя нет дома? Есть, брат, есть. Но продав эти салфетки, я куплю братику молоко и игрушку. Пойдем со мной. Учитель! Учитель, один ребенок хотел купить братику молоко и игрушку. У тебя есть 50 лир? Хидоверди, где парень с товаром? С товаром? Не знаю где. Я зашел в магазин, учитель. Оказывается, у меня нет денег. Ребенок остался внутри. Возьми. Если есть еще нужда у ребенка, пусть завтра придет в мой магазин. Хорошо, учитель. Где этот парень?
Дело Синана решено. Кепче убрал Синана. Как мы и планировали ранее. В то время как убьют Али, ты будешь рядом с отцом девушки. Не смей делать ничего подозрительного. Хорошо, дядя. Не переживай. Что случилось? Что сделали? Где ты был до этого времени? Ничего важного. Тебя отвезти домой? Дождь идет, что ли? Давай, поторопись. Успеем до машины, пока не промокли. Хорошо. Прости. Я боюсь молнии немного. Хорошо, неважно. Давай, пойдем. Ты в порядке? В порядке. В порядке. Не обижайся, я и тебя запачкала. Не проблема, не проблема. Ты промокла. Если ты так пойдешь домой, заболеешь. Давай, пойдем ко мне. Высуши вещи, пойдем. Нет, я... Севда, я тебя никуда не отпущу в таком состоянии. Давай, Хорошо. давай. Давай, проходи. Садись так. Хорошо, подожди. Греется. Жди, я иду. Севда, возьми. Спасибо. Смотри, это чистое, сухое. Можешь надеть. У меня есть вещи с собой. Да? Хорошо. Ну, как знаешь. Ты грейся. Я, как вернусь, отвезу тебя домой. Хорошо? Куда ты идешь? У меня небольшое дело с Хюдеверди. Давай, я приду. Все еще идет дождь. Ты промокнешь снова? Нет, он остановится. Хорошо, ладно. Учитель? Хюдеверди, есть новости из больницы? Он в порядке, учитель. Вышел с наркотической комы. Слава богу. Теперь нам нужно найти этого парня. Если найдем его, узнаем, на кого он работает, и сделает, что нужно. Пройдемся по этим улицам. Али, ты ничего не ел? Ты все еще что тут делаешь? Тебе-то что? Али не дома, да? Какая у тебя цель? Что ты говоришь? Почему ты крутишься вокруг Али? Я кручусь вокруг Али? Да, ты.
Посмотри на свое состояние. Пришла к нему домой, приготовила покушать, прочее. Что ты пытаешься сделать? Тебе-то что, девочка? Тебе-то что? Ты что, смотритель Али? Могу делать, что хочу, тебе-то что? Тебе нечего ответить, да? Есть или нет? Ты кто? С какой стати спрашиваешь у меня это? Ты кем приходишься, Али? Я... Ты. Я прекрасно знаю отношения Али. У нас есть прошлое. Смотри, ты сама говоришь. Прошлое. Закончилось. Ты беспокоишь учителя. Он тебе ничего не говорит из вежливости. Минуточку, с чего ты это взяла? Мне очень интересно. Знаешь, мы весь день были вместе. Учитель Али был счастлив. Раз ты не веришь и хочешь услышать, постой. Он придет и вместе спросим, беспокою я его или нет. Что скажешь? Ты разве не хочешь быть моделью? Как это связано? Связано очень. Мир Али понятен. Ты ведь не ждешь, что он ради тебя откажется от своего образа жизни. А ты? Ты ради учителя Али откажешься от своего образа жизни, от своей мечты. По-моему, не откажешься. Тогда перестань крутиться вокруг Али и пудрить ему мозги. Это будет самым плохим, что ты можешь сделать для него. Смотри, я повторяю, Тукче. Завтра ты пойдешь и скажешь Севде, что Али угрожал Синану. Ты хорошо поняла? Поняла, господин Уйгар. Вы не переживайте. Все будет так, как вы хотите. Отлично. Сарп, отвезем госпожу Тукче домой. Это дело завтра закончится. Севда будет думать, что братишка убил Али. Привет. Все выглядит очень вкусно. Ты потрудилась? Почему ты оставила дверь открытой? У тебя настроения нет? Что случилось? Нет. Ничего нет. Ты уже начала кушать? И я поем тогда. Очень вкусно. Здоровья твоим рукам. А там что? А это откуда взялось? Фармацевтка принесла. Она хорошо ухаживает за тобой, лишь бы не сглазить. Она всегда приносит еду. Не особо. Но бывает. Прекрасно. Я пойду. Родители будут волноваться. Я тебя отвезу. Не стоит. Уже поздно.
Я отвезу, давай. Хорошо. Какая я, по-твоему? Anlamadım. Я не понял. То есть, в твоих глазах, какая я? Bilmem. Не знаю. Hiç Я не düşünmedim. думал. Совсем не думал. Yani То есть, sen iyi ты birisin. хорошая, Kalbin с чистым сердцем. Это все? Ya bu kadar Не değil все, tabii. конечно. И? Что еще? Sende В тебе farklı есть bir şey что-то var. другое. Что? Başkalarında То, чего нет в olmayan. других. Хорошее или плохое? İyi tabii. Хорошее, конечно. Могу спросить еще кое-что? Buyurun. Прошу. Это Дуйгу чересчур заботлива по отношению к тебе. Между вами есть что-то? Sence А var по-твоему, mı? есть? Ты отвечаешь вопросом на вопрос, не заставляй меня говорить. Konuşmamız То есть это ты еще не говоришь? Я много говорю. Значит так, ты еще увидишь. Sevda. Севда. Ya Ну, evet çok да, ты konuşuyorsun. много говоришь. Ama Но в bence этом bir нет mahsuru проблемы. yok. Ben dinlerim Я yani. послушаю. Смотри, все еще. Значит, я много говорю. Sevda. Севда. Ya. Evet çok Да, ты много говоришь. Ama dinledikçe Но слушая тебя, человек находит покой. Не хочет, чтобы это заканчивалось. Хорошо тогда. Завтра увидимся. Спокойной ночи. И тебе. Sana da. Севда, Где ты ходишь, дочка? я пришла, папа. Где ты была? С Тухче были в кафе. Севда, ты связывалась с Синаном, дочка? Нет. Он еще не пришел? Нет. И телефон у него выключен. Спасибо. Пилот. От этого Синана все еще нет вестей. Последний раз навел суматоху у заведения учителя, а потом исчез. И домой не ходил. Этот учитель не смог с ним ничего сделать. Если он тронул человека, которому я дал указание, на сей раз не прощу.
Я закатаю его под асфальт и проведу по нему всю пробку Стамбула, Ведат. Где учитель Али? Сейчас его здесь нет. Это я вижу. Где он? Он обещал, что будет здесь? Если обещал, значит, сдержит слово. Вы, наверное, рано пришли. Во сколько у вас встреча? Ведат, что он несет? У него голова сломана, пилот. Он не слышит и придумывает. На днях мы сделали все, чтобы заставить его говорить, он ни слова не сказал. Не будем себя зря утруждать. Послушай, большой ребенок, скажи своему учителю, что мы его искали. Вчера он пересекся с нашим человеком на районе. Если он сделал с тем парнем хоть что-то, пусть выкопает себе могилу, закопает себя и не утруждает меня. Понял? Смотри, это адрес нашего заведения. Скажи учителю, пусть придет и найдет нас. Что это за заведение? Увидите, когда придете. Вход есть, а выхода нет. Давай. Не падает. Не падает. Севда? 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 Севда, куда ты? Я ухожу, мама, поговорю с Али. Дочка, ты же знаешь папу. Мама, Синана все еще нет нигде. Может, Али сможет найти. Севда, пожалуйста. Мама, прошу тебя, прикрой. Не подавай виду папе, пожалуйста. Не делай. Али еще не умер, босс. Он считается мертвым. Севда. Севда, можем Как ты все поговорить? еще не стыдясь смеешь появляться у меня на пути? Ладно, я очень сожалею обо всем, что было, но, пожалуйста, умоляю, послушай меня минуту. Я даже слова о тебе слышать не хочу. Подонок, ты мне противен. Не Севда. трогай меня. Ладно. Ладно, я знаю, я сделал ужасные вещи. Но что бы я ни сделал, от любви к тебе... Севда, пожалуй, прошу тебя, пойми меня. В этом мире нет ничего сильнее моей любви к тебе. Моя единственная правда. Больше ничего не волнует меня. Пусть Бог накажет и тебя, и твою любовь. Отойди. Господин Уйгар, ты уж прости, но я не могу тебя поприветствовать. Ты похитил мою дочь. Похитил мою дочь. Что ты несешь, Кексал? Какое похищение? Я сожгу этот мир, если хоть волоску Севды навредят. Какое похищение? Что ты несешь? Да, я разве не говорил тебе, что ничего подобного нет? Вы живете в моем доме. Вы имеете тонны долгов мне. По возможности пытаюсь обеспечивать ваши нужды. Я что-нибудь говорю? Не говорю. Почему? Да потому что люблю Севду. Я делаю все возможное, чтобы Севда и ее семья были счастливы. Но вы, вместо того, чтобы довериться мне,
Человеку, которого знаете годами и доверяете. Верите, ему доверяйте. Ну, я тебе и ранее говорил, что скоро вы увидите, какой он, этот Али. Ты что-то знаешь? Я еду из района Али. Я сходил, чтобы сказать ему держаться подальше от Севды. Я услышал, что он угрожал Синану. Что? Боже мой, где сейчас мой сын? И полиции сообщил. Дай бог найдем, пока он ничего не сделает. Убьет. Точно убьет. Тюксал, Тюксал, сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь, найди моего сына. Севда? Тухче, ты чуть ли не ночуешь у двери этого человека. Что ты делаешь? Это не так. Синан вчера не пришел домой. Я пришла, а вдруг Али его найдет, но его самого нет дома, и в магазине его нет. Куда он ушел, интересно? Ты не знаешь? Чего? Али вчера угрожал Синану. Что? Почему? Синан наверху продавал наркотики. Али увидел его, погнался за ними, Синан сбежал. А теперь Али всюду ищет Синана. И я только узнала. Я звонила тебе, но не дозвонилась. Что ты говоришь, Тухче, что ты говоришь? Милая, не думай о плохом. Синан появится. Что может быть? Давай пойдем, мы с тобой домой. Дома его подождем. Ты больше не будешь видеться с этим человеком. Не поняла. Дочка, ты же сама сказала, что убили его сына. Значит, у этого человека есть враги. Севда, пойдем домой. Пойдем. Пойдем. Учитель приехал. Он у двери. Хорошо. Пусть идет. Поймем, за смертью ли он пришел. Он ждет тебя. Ни в коем случае не делай ошибок. Ты получил сообщение, которое я тебе отправил? Я разве не сказал тебе не наступать шагу в мой район? Значит, ты устроил себе логово и черкаешь границы по нему? Как ты, блин? Скажи правду. Ты убил Синана? Что ты несешь? Кого я убил? Мой работник, с которым ты общался, исчез. Ты убил. Еще и отрицаешь?
Ты в игры со мной играешь? У тебя все еще есть шансы, чтобы выжить. Но секунда так и тикает. Сначала убивать своих работников, чтобы потом не оказались виновными. Слушай, учитель, если ты притворяешься, чтобы я не отчитал тебя за парту работника, я не поверю. Я сделаю тебе то же, что и ты моему человеку. Слушай, я тебя еще не разгадал. Но не волнуйся. Очень скоро разгадаю. Учитель! Учитель, твой брат отправил сообщение. Смотри, смотри, читай, учитель, твой брат отправил сообщение. Брат, пишу это на номер нашего друга, потому что у тебя телефона нет. Я Сулейман. Снежный шар я не забыл, все еще храню. Брат, я очень соскучился по тебе. Скорее приезжай по адресу, который я отправил. У него что, брат есть? Значит, есть пилот. Брат, когда сказали о брате, он стал странным. Что случилось с его братом? Что случилось, что случилось? Экрем, нам-то что? Брат? А говорили, что в этом заведении вход есть, а выхода нет. Учитель Али спокойно вышел. Пилот. Я наступлю на него. Не глупи, сынок. Что ты хочешь от бедного? Отпусти, пусть уходит. Брат, стыдно ведь. Сначала приглашаете в гости, а потом выгоняете. Брат Ведат, что это за отель? Вы здесь самолеты строите? Покажи мне все внутри. Экрем, уберите его. Уберите. Брат Экрем, мне все покажет? Что вы здесь? Поиграем? Отныне все на тебе, лопоухий. Как мы обговорили. Пришел. Али. Такси. Такси. Следуй за той машиной, что впереди. Можешь поторопиться немного, пожалуйста? Хорошо, сестра, едем? Ну же, ну же. Куда ты едешь, Али? Куда едешь?
Братик. Сулейман. Братик. Али. Впереди перестрелка, сестра. Во что ты нас связала? Я возвращаюсь. Выпусти меня. Выпусти, говорю. Стой. Прошу, выходите, если хотите. Почему ты опоздал? Это дело сделано. Али умер. Умер? Умер. Ты уверен? Да. Никаких проблем ведь не возникло? Не возникло. Был один бессмертный человек в этом мире. И я его убил. Теперь иди и закопай себя. И пока я не позвоню, не выходи из своей могилы.
Вот и все, Али. Али! И вдруг замолчал. У тебя в руках фото Сулеймана? Да, отец. Это фото, сделанное за неделю до побега из детского дома. Али, твоя единственная слабость — это пропавший брат. И твои враги будут строить ловушки по этой слабости. Об этом никогда не забывай. Однажды, если получишь весть от брата, ни в коем случае не езжай без меры предосторожности. Ни в коем случае. Я готов умереть, чтобы увидеть его еще раз, отец. Готов умереть. Смотри, что говоришь. Али, пообещай мне, что не поедешь без меры предосторожности. Иначе не благословлю тебя. Хорошо, отец Тугру. Обещаю. Брось оружие, не двигайся. Бросай, бросай. Али! Синан!